МВД, большинство напавших на пограничную заставу были гражданами Таджикистана. Но у нас вопрос к зрителям: как вы думаете, кто же все-таки напал на погранзаставу? Напиши свое мнение в комментариях. Спасибо. Работа оперативно-следственной группы по установлению личности напавших на погранзаставу Ишкобод продолжается. МВД Таджикистана уже установило, что большинство из напавших на пограничников 6 ноября являются гражданами Таджикистана, выходцами с севера страны. Об этом АП сообщил пресс-секретарь МВД Таджикистана Умарджон Эмомали. Он не уточнил, с какого именно региона севера были нападавшие. По его словам, среди них были и женщины. По факту нападения на погранзаставу Генпрокуратурой Таджикистана возбуждено уголовное дело, сказал он, однако затруднился сказать, по каким статьям возбуждено дело. Источник АП в Генпрокуратуре заявил, что на сегодняшний день дело возбуждено по статьям терроризм, убийство, незаконное пресечение госграницы. В ходе расследования могут быть возбуждены дела по другим статьям УК Таджикистана, заявил источник. Вооруженное нападение на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане вызывает много вопросов. Между тем напомним, что афганская сторона опровергла информацию таджикской стороны о том, что группа боевиков, совершивших нападение на пограничную заставу в Таджикистане в ночь на 6 ноября, переходила афгано-таджикскую границу. Сразу несколько высокопоставленных источников в силовых структурах Афганистана заявили, что это невозможно и что следы этой группы террористов следует искать за пределами афганской территории. По информации КОНП Таджикистана, в ночь на 6 ноября вооруженная группа из 20 боевиков в масках напала на погранзаставу Ишкобод, расположенную на таджикско-узбекской границе, в 60 километрах к юго-западу от Душанбе. Согласно официальной информации таджикских силовиков, в ходе боестолкновения 15 террористов были уничтожены, оставшиеся 5 ранены и захвачены в плен. В бою погибли 1 солдат погранвойск и 1 сотрудник МВД Таджикистана. Представители КОНП подчеркнули, что группа боевиков принадлежала к исламскому государству и прибыла в Таджикистан с территории соседнего Афганистана. Между тем, как сообщает радио Азоди, жертвами нападения на погранзаставу стали 4 пограничников и 1 сотрудник милиции, а не 2, как сообщалось ранее. Власти Таджикистана пока подтвердили гибель милиционера Бахрама Касимзада и пограничника Изаатула Латипова. Между тем, Азоди стали известны имена еще 2, это Дилавар Талибов, замначальника погранзаставы Султанабод, и Хафиз Хасанов, рядовой погранвойск. 29-летнего Дилавара Талибова в четверг похоронили на Малой Родине, в городе Канибадам Сагдийской области. Похороны пограничника Хафиза Хасанова прошли в Джамаате Фарок Пенджикенского района. В Душанбе простились с Изаатула Латиповым, военнослужащим таджикских погранвойск. Похороны еще одной жертвы нападения, участкового милиционера Джамаата Эсанбе района Рудаки Бахрама Касимзада, прошли во второй половине 6 ноября. Имя еще одного погибшего в нападении на погранзаставу пока неизвестно.